Более 300 устьмайских школьников учатся в условиях, которые не отвечают современным требованиям. Бывшая средняя школа признана аварийной, а ребята вынуждены заниматься в две смены. Руководство района планирует решить эту проблему до 2016 года. Как? Подробности в нашем следующем материале. Около 3 лет назад в районном центре поселка Усьмая были забурены первые сваи для постройки общеобразовательной школы на 400 учащихся. В данный момент застройщик ведет активную подготовку к строительству и завозит необходимый строительный материал. Всего на сегодняшний день поступило более 30 машин с необходимым грузом. Материал возим для постройки школы, трехэтажное большое здание. Плиты перекрытия уже поступило 25 машин перекрытия, 2 машины заблока, щебенка. И так и возим. Сейчас уже еще будут машины поступать. Во время работы правительства Республики Саха-Якутия в районе заместитель председателя правительства Республики Игорь Никифоров посетил строящийся объект Усьмайской среднеобразовательной школы. За 2015 год здесь собираются отсыпать территорию, построить коробку здания под крышу, установить окна и произвести работу по черновому утеплению. В 2016 году здесь планируют произвести внутренние работы и сдать объект в эксплуатацию. Игорь Германович считает срок строительства в 2 года вполне реальным. В совокупности это напряженный период двухлетний, который нужно, во-первых, району следить за всем этим. Соответственно, СГЗ как заказчику, Минстрою, как ГРБС, главный распределитель бюджетных средств, чтобы эта школа не ушла в долгострой и не ушла в незавершенку. Жители поселка еще не раз смогут наблюдать автоколонну большегрузов, так как весь необходимый строительный материал подрядная организация собирается завести до закрытия автозимника. Анастасия Выборкова, Юрий Владимир Таюрский, НВК Саха, Усьмайский улус.